А вот иное дело, которое показывает возможный выход для родителей Умурали Назарова. Другой мигрант, Наимджон Якубов, которого осудили на 14,5 лет за торговлю наркотиками, сумел отсудить у России более 25 тысяч евро компенсации в Европейском суде. Якубов несколько лет судился, пытаясь доказать факт непричастности. В итоге ему скостили срок на 4 года. После выхода на свободу он обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл дело. Суд постановил, что были нарушены сроки досудебного содержания Якубова, а также продолжительности производства по его уголовному делу. Мы спросили известную правозащитницу, председателя Комитета гражданское содействие Светлану Ганушкину, могут ли родители Умурали обратиться в Европейский суд. Но разве Россия не опасается того, что эти мигранты, в отношении которых довольно много нарушений, могут, например, подать в Европейский суд на страну? Ну, подают. А что, у нас с Европейским судом сложились очень замечательные отношения. Европейский суд принимает решение о том, что Россия должна выплатить людям компенсацию. Таких же очень много уже решений, огромное число решений. Даже там по экстрадиционным нашим делам колоссальное количество решений. По чеченским делам, где там утрачено жилье и имущество, огромное количество, или убитые есть люди, расстрелянные бессудно и так далее, и так далее. У нас вообще чуть не месяц каждый возникает такой вот какое-то решение Европейского суда, по которому Россия должна платить, потому что она признается нарушительницей международного права. Ну и что? Россия платит. Россия платит. Это выглядит уже как налог на нарушение международного законодательства и внутреннего законодательства тоже. Россия богатая страна, она выплачивает этот налог. А кроме финансовых там наказаний, так сказать, для страны, там существует еще решение общего характера. То есть России предлагается изменить такую-то систему, внести изменения в закон. Фактически эти решения общего характера не выполняются никогда. И получается, что наши отношения с Европейским судом сводятся к тому, что Россия выплачивает людям эти деньги, и все. То есть, например, и эти же родители Умурали Назарова, в принципе, тоже могут подать в суд? Они могут подать в суд, они могут получить деньги, но они не могут получить своего ребенка. Ну а полное интервью Светланы Ганушкиной о ситуации вокруг этой трагедии, о том, как беженцев от авторитарных режимов Центральной Азии похищают на глазах российских правоохранительных органов и что при этом делается, или вернее не делается, о делах мигрантах и нарушении их прав, смотрите на выходных.